Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе. Президент США Барак Обама направляется с официальным визитом в Китай. В эти выходные мир отмечает 25-летие падения Берлинской стены. Снижение курса рубля. Есть ли в этом позитивные моменты? Начинаем по традиции с Праги. Сергей, вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Затяжное падение. Третий день. Российский рубль обновляет исторические минимумы. К вечеру пятницы ситуация более-менее успокоилась, а утром за доллар давали более 48,5 рублей, за евро больше 60. Чего ждать россиянам, что будет дальше? Все важные вопросы мы задали экспертам из России и Британии. Советует известный ученый-экономист Евгений Ясин. С экс-министром экономики России говорила моя коллега Шахида Якуб. Евгений Григорьевич, рубль падает так стремительно, что начинается паника. Стоит ли паниковать, стоит ли бежать в банк и забирать свои деньги? Значит, я могу сказать, это будет для простых людей, которые живут с заработной платой или с доходов рублевых. Это вызовет определенные потери, в основном в связи с ростом цен, с инфляцией. Вот. Но с другой стороны, действия российских властей, в частности, Центрального банка России, сегодня направлены на то, чтобы потерь особых не было. Как вся эта ситуация повлияет на вклады и сбережения простых российских граждан? Не может ли оказаться так, что в один день все их сбережения обесценятся? Просто надо иметь в виду этим людям, что в основном они живут на рублевые доходы, и что если у них есть серьезные вклады в евро или в доллар, которые, так сказать, предназначены для, так сказать, формирования сбережений, в расчете на то, что там более высокий курс и так далее, но пускай они не волнуются, если есть такое разделение. И, конечно, какие-то потери будут, какие-то могут даже кто-то зарабатывать, особенно тот, кто имеет доходы в долларах, в евро и так далее. Ну а вот что услышал наш корреспондент в Москве Андрей Королев. Он встречался с аналитиком известной голландской инвестиционной компании. Рынок валютный на самом деле практически перешел в свободное плавание на этой неделе. И для него этот процесс очень молодой, и, как обычно бывает в самом начале, нужно попробовать различные варианты, как говорится, приткнуться к разным берегам. Поэтому, я думаю, пока что волатильность будет сильная, то есть колебания эти и внутридневные, и в течение недели, пока мы не найдем какой-то равновесной точки, на которой будет уже формироваться именно рыночный курс. Не такой спекулятивный, как сейчас, а именно рыночный. Рубль трясет не в первый раз. О предыдущих падениях и чем могут закончиться нынешние проблемы Изабелл Горст, корреспондент делового издания Financial Times, специально для программы «Настоящее время». Изабелла, на ваших глазах Россия прошла несколько финансовых кризисов. Чем нынешний отличается от предыдущих? У нас еще не наступил кризис в экономике. Сейчас происходит так называемый застой, как говорят эксперты. И это означает, что экономика просто не развивается. Существует риск, что в этом году поднимутся цены на квартиры, а в следующем последует небольшая рецессия. Но это несравнимо с кризисом того же 2008 года. Как вы считаете, российские власти смогут держать ситуацию под контролем? Еще одним риском является то, что российское правительство может поднять налоги выше, чем это изначально планировалось, если экономика совсем пойдет на спад. Сейчас уже подверглись атаке цены на бензин, и они действительно растут. Люди недовольны тем, что из-за падения цен на нефть они не могут приобрести дешевый бензин. Вы не можете получить дешевый бензин, вы платите на него налог. Еще появится новый налог на собственность. Люди будут платить дополнительные налоги на квартиры и даже на дачи. Похоже, что россияне еще раз подвергнутся инфляции. Мне остается добавить, что нефть продолжает дешеветь, а российская экономика сырьевая и стоимость барреля среди других причин как раз и влияет на курс рубля. И нефть дешевеет на фоне негативного прогноза. По мнению экспертов, в ближайшие год-два спрос на нефть, которая добывается странами ОПЕК, может упасть до минимального показателя за последние 14 лет. О чем сегодня говорят по ту сторону океана. Далее эфир коллег из Вашингтона. И здесь главная тема – будущий визит президента Обамы в Китай. В контексте напряженных отношений России и Соединенных Штатов контакты с Китаем обретают особый смысл. Наташа, продолжайте. Спасибо, Сергей.
Лидеры 21 страны встречаются в Пекине в ближайшие дни на саммите Тихоокеанского экономического сотрудничества. Президент США Барак Обама и госсекретарь Джон Керри проведут также переговоры с китайским руководством. По мнению экспертов, после проигрыша демократов на выборах в Конгресс, азиатские партнеры могут скептически отнестись к любым обещаниям американского президента. Визит придется не на самое приятное время для Обамы. Бурный экономический рост Китая и его укрепляющийся военный потенциал в Тихоокеанском регионе бросают новый вызов американскому лидеру, позиции которого ослаблены после проигранных демократами выборов в Конгресс. За несколько дней до отъезда на Азиатский экономический саммит, столкнувшись с перспективой появления нового состава Конгресса, в котором будут доминировать республиканцы, Обама заявил журналистам, что одна из его задач в Азии – увеличение американского экспорта для создания рабочих мест в США. Мы можем вместе работать над увеличением нашего экспорта и открытием новых рынков для наших производителей для продажи американских товаров остальному миру. Это то, на чем я сфокусируюсь во время поездки в Азию. По мнению аналитиков, Китай с его укрепляющимися вооруженными силами и территориальными претензиями в Восточно-Китайском и Южно-Китайских морях представляет для президента крупнейшую угрозу в сфере безопасности, если говорить о государственных акторах. В прошлом году в Калифорнии президент Обама и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о необходимости создания новой модели взаимоотношений между двумя странами. Бывший советник Обамы по национальной безопасности Том Данилон говорит, что предстоящая встреча двух лидеров имеет крайне важное значение. С моей точки зрения, это самая важная двусторонняя встреча с участием президента в этом году. Бывший американский дипломат Роберт Дейли считает, что все ограничится вежливыми дискуссиями. Сегодня ни одна из сторон не готова сказать, на какие компромиссы она готова пойти, или в случае с Китаем, что именно ему не нравится в сложившейся ситуации в западной части Тихого океана. На Восточно-Азиатском саммите и на совещании стран АСЕАН Обаме придется отвечать на вопросы об обязательствах США по переориентации своих военных ресурсов на Азию. Последней остановкой в его турне станет австралийский Брисбен. Здесь Обама примет участие в саммите Большой Двадцатки, где он планирует говорить о том, что США продолжают играть лидирующую роль в Азии. Заместитель госсекретаря США по общественной дипломатии Ричард Стэнгл не так давно заявил, что Соединенным Штатам нужно сделать мягкую силу более жесткой, проводя активную информационную политику на международной арене. Американский дипломат рассказал «Голосу Америки» о том, каким он видит противодействие российскому пропагандистскому изложению событий в Украине. Российское изложение событий не соответствует действительности. Президент Путин сказал, что в Крыму нет российских солдат, потом, что в Украине нет российских солдат. И это неверное изложение. Мы пытаемся это неверное изложение опровергать. У нас тут есть платформа, позволяющая отправлять сообщения на русском. Мы также пытаемся координировать работу и избавлять людей от заблуждений, навязанных им пропагандой, которую распространяют российские интернет-боты. То есть здесь речь о различии между дезинформацией и действительностью, а не о различии между двумя разными версиями одной действительности. Прага, теперь мы переходим к вам, Сергей. Спасибо. Назад к Берлинской стене. События в Украине, взаимные санкции Америки и России и фактически стартующая новая гонка вооружений дают все основания утверждать, что Берлинская стена вырастает снова. В эти дни отмечается четверть века с момента объединения Германии. Берлинская стена – символ и наших дней, в этом уверен советский и британский разведчик Олег Гордеевский. Мы просили о скайп-интервью, но как агент нескольких спецслужб, причем со стажем. Наш собеседник признался, что камер не любит, и поэтому предлагаем вам фрагменты телефонного интервью. Но прежде небольшая историческая справка. Олег Гордеевский, бывший полковник Главного управления КГБ СССР. С середины 70-х до середины 80-х тайно работал на британскую разведку. В 1985 году был заочно приговорен к смертной казни за измену родине. В том же году с помощью британских агентов бежал из СССР. В 2007-м за служение Соединенному Королевству британской королевой посвящен в рыцарский орден Святого Михаила и Святого Георгия. 25 лет со дня свержения, падения Берлинской стены, это знаменательная дата, четверть века прошло. Вы человек, который находились в Берлине в тот момент, когда стена только начинала строиться. Это было начало вашей карьеры как разведчика? Нет, я заканчивал институт, но уже я был записан в КГБ в разведчике. То есть я знал, что я разведчик. Опишите, пожалуйста, какая была ситуация, атмосфера в тот момент, когда строилась стена? Были танки, какие-то кирпичи возили? Что происходило вообще? Ну, в Берлине я приехал 2 дня перед тем, как стали строить Берлинскую стену. Это очень удачно, потому что я наблюдаю
день за днем лично у Бранденбургских ворот. Советское посольство было около Бранденбургских ворот, прямо просматривалось. И я из посольства, и на улице стоял, смотрел, как делалось в посольстве. Мне, так сказать, шепотом работник, второй секретарь, говорит: будьте осторожны, большие события предстоят завтра. То есть он же, хотя это был чистый секрет, абсолютный секрет связи, но он так быстро распространился, что вот уже второй секретарь мне рассказывал студенту, что будет что-то такое на следующий день. Как-то не очень осторожно работали советские гэбисты в то время, если они такой важный секрет даже студенту могли рассказать. Ну, а КГБистов? Во-первых, КГБистов было слишком много. Они между собой просто сидели в кабинетах, выпивали, а потом садились в машину и ездили в Западный Берлин. Им разрешалось посещать Западный Берлин. А ГДРовцам, жителям Восточной Германии, с момента 8 часов воскресенья все, проход и проезд в Западный Берлин закрыты. Тогда, когда строилась стена, началась холодная война. И сейчас прошло 25 лет после того, как она пала, и такое ощущение, что мы опять возвращаемся к своим исходным позициям. Россия снова противостоит Западу. Как вы расцените ситуацию? Мы обратно идем назад к Берлинской стене? Да. Мы назад идем к Берлинской стене, и к лагерям, и к ссылкам, запретам. Вы очень много предупреждали о том, что Россия развивает, расширяет свою разведывательную шпионскую сеть в странах Западной Европы, в том числе Великобритании. На основе чего вы делаете заявление и насколько это опасно? Ну, от чего делать заявление, потому что я знаю, как они развивают свою сеть и где. Они, кстати, здесь развивают меньше, чем в Америке. В Америке вообще заполонили. Да, некоторые страны вообще кишмят агентурой, не агентурой, а офицером КГБ. Украина, Польша, Эстония и Германия. В Германии вообще несколько резидентур. С нами разговаривал по телефону бывший советский разведчик, проживающий в Великобритании, Олег Гордеевский. Какой виделась, ну и вот как мы слышали, видится сейчас Берлинская стена из Соединенных Штатов. Коллеги, продолжайте. Сергей, продолжаем поднятую вами тему. 9 ноября в Германии отмечают 25-летие со дня падения Берлинской стены. На месте разрушенной стены временно поставили новую, сделанную из 8000 светящихся воздушных шаров. В эти дни участники и свидетели бескровной революции осени 1989 года задумываются о том, что произошло тогда, что происходит в Европе сегодня. Репортаж Михаила Гудкина. Посредственные участники событий 25-летней давности вспоминали в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке дела давно минувших дней. Падение Берлинской стены, ставшее началом конца холодной войны. Многие участники симпозиума выразили озабоченность нынешним состоянием международных отношений. Об этом, в частности, сказал в интервью «Голосу Америки» бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Мне грустно от того, что мы оказались в такой ситуации. Я считаю, что Россия должна быть частью международной системы безопасности. Во время Холодной войны я противостоял давлению со стороны Советского Союза, но я считал тогда и еще больше уверен сейчас в том, что нам важно найти пути для сотрудничества с Россией и другими странами. С Киссинджером согласился и Франк Эльбе, немецкий дипломат, участвовавший в переговорах о воссоединении Германии. Не может быть европейской безопасности против России. Есть шанс обеспечения европейской безопасности в сотрудничестве с Россией. Впрочем, многие другие эксперты считают, что угроза европейской безопасности исходит именно от России. Вспоминая события, которые привели к воссоединению Германии, участники симпозиума сошлись в том, что это стало возможно благодаря тому, что жители Восточной Европы вышли на улицы с протестами против коммунистического правления, а также благодаря позиции, занятой тогда Михаилом Горбачевым и министром иностранных дел Совета
Советского Союза Эдуардом Шеварднадзе. Продолжая тему личности в истории, Киссинджер отверг сравнение Владимира Путина со Сталиным, заметив, что нынешний президент России скорее напоминает царей из русской истории. По мнению американского историка, лауреата Пулитцеровской премии Уильяма Таубмана, Путину свойственен образ мышления, характерный для советского руководства времен Холодной войны. Это не марксистско-ленинская идеология. Это видение мира через призму realpolitik, согласно которой страны противоборствуют, лидеры лгут, если это необходимо, лицемерят ради достижения преимуществ. Насколько я понимаю, президент Путин глубоко убежден, что именно так действует Запад, и особенно Соединенные Штаты. Он постоянно на это указывает. Но тут возникает вопрос, разве не относится все это к нему самому? Он это представляет так, словно он просто говорит правду о другой стране. Но правда, вероятно, заключается в том, что он и сам маневрирует в своих интересах и в интересах своей страны. Что-то преувеличивает, где-то не говорит правду, когда это в его интересах. Участники симпозиума сошлись во мнении, что захват России территории Украины недопустим. Они выразили озабоченность вектором развития ситуации в Европе, который, по словам Киссинджера, не приносит ни мира Украине, ни стабильности системе международных отношений. Михаил Гудкин, Сергей Гусев, Нью-Йорк. Сбылись ли надежды людей, которые боролись за объединение Германии? Наш корреспондент Александр Панов встретился с Петером Ролбергом, участником демократического движения ГДР, ныне профессором университета Джорджа Вашингтона. В центре Вашингтона, на Массачусетс-авеню, возле школы международных исследований имени Джонса Хопкинса, установлен фрагмент Берлинской стены. Питер Ролберг родился в ГДР, а рос в Москве. Горбачев и падение стены дали немцам свободу. Я смог ей воспользоваться, сумел реализовать себя в новой жизни. Говорит о себе профессор-славянист, директор Института Европы, России и Евразии Университета Джорджа Вашингтона. Я в это время жил в Лейпциге, работал в университете имени Карла Маркса, как он тогда назывался, и я принимал активное участие в движении лейпцигских демонстраций, которые проводились каждый понедельник. Ситуация на самом деле образовалась совершенно спонтанно, то есть это включает и демонстрации в Лейпциге, и демонстрации в Берлине, и в конце концов вот этот символический акт крушение стены. Для меня это было не главное. И крушение стены было не главным событием той осени, а главным событием было действительно рост сознания во мне и моих соотечественниках, что мы сейчас как бы на пороге приобретения свободы. Моральная правда была на нашей стороне, и мы ее ни разу в течение всего этого процесса не отдавали. Я помню, например, там же были все время эти лозунги «Народ – это мы» или «Мы один народ». «Присоединяйтесь», по-немецки это «Reiht euch ein». Мы маршировали и говорили, «Присоединяйтесь». И один полицейский так совершенно беспомощно говорит, «Ну я же не могу, мне же нельзя». В отличие от Советского Союза, говорит Ролберг, в ГДР у граждан было мало телефонов и телевизоров, и новость о падении Берлинской стены стала известна большинству населения только на следующий день. Это оказалось неожиданностью и для граждан, и для политиков. Лидеры обеих Германий звонили друг другу и звонили в Кремль для консультаций, а молодежь рванула в Западный Берлин. Прошло 25 лет. Оправдались ли чаяния и надежды вашего поколения, которое так мечтало о свободе, об объединении? Как сейчас живут Оси и Веси в Германии? Ну, на самом деле, первое, что нам вот это чудо той осени дало, это свобода. И свобода – это, конечно, подарок не из легких. Когда мы свободны, то мы на самом деле не можем держаться ни за кого и ни за что. Шансы, которые открывала свобода, они каждый воспользовался ими по-разному. И я, конечно, знаю, что не все были счастливы после того крушения той системы, и не всем удалось сделать из этого невероятного шанса что-то такое конструктивное и стоящее. История нас не спрашивает, хотим ли мы это, нет. То есть это, говорю, чудо, на самом деле, подарок судьбы, в каком-то смысле, может быть, даже где-то божественное вмешательство.
во многом зависит от нас самих, что мы из этого делаем. От обломка Берлинской стены в Вашингтоне возвращаемся в Прагу. Сергей? Это ад на земле. Именно так о том, что происходит сегодня в Донецком аэропорту, говорят те, кому посчастливилось вернуться живым из самой страшной горячей точки на Донбассе, где украинские военные и Нацгвардия защищают свою землю от ополченцев. Да, именно так вооруженных ПЗРК, пушками, БТРами, минометами людей называют российские федеральные каналы. Сергей Лойко – это фотокорреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс». Он провел в этом аду 4 дня, и своими воспоминаниями он поделился с корреспондентом «Радио Свобода» Жанной Беспичук. Видел в аэропорту группу людей, которые его защищают. Защищает то, что защитить нельзя. На войне, которой нет. Все они при этом добровольцы, они сами туда приехали. Ну, не то, что они сели на автобус туда приехали, а просто их спросили командиры. Они не отдали им приказ, давай в аэропорт. Они спросили, кто хочет поехать в аэропорт. Они подняли руки, приехали в аэропорт. И там, я, честно говоря, давно не был в такой приятной культурной компании. Чтобы услышать матерное слово, должен был произойти какой-то взрыв или что-то такое, или смертельно опасная ситуация. А так они объяснялись между собой на русском языке. Оперативный язык, язык по рации. Нам, видимо, чтобы врагу легче было слышать, был русский. Вы провели в аэропорту около 4 дней, да? 4 дня. 4 дня. Вот, например, за это время у вас была возможность поспать? Там реально, например, отдохнуть? Нет, не было. Я не спал ни секунды. Люди не спят. Я там был 4 дня, 4 дня не спал. А они, вот этот Рахман и все остальные, они там неделю, 10 дней не спят. Они питаются черт знает чем, каким-то пайком. Там везде страшные сквозняки. Холод собачий, минусовая температура. Люди спят в бронежилетах и в касках не потому, что они уже даже не пытаются особенно думать о своей защите, потому что там защититься нельзя, там все простреливается, любое помещение. Сергей Лойко говорит, что добровольцы в Донецком аэропорту воюют не только за себя и всех живых, но и борются за тех, кого они уже потеряли. Командир сказал: ребята, вот там лежат останки танкиста. Их нашли. 2 мы уже эвакуировали, 2 тела. А этого разметало взрывом. И потом 2 молодых парня выскочили на взлетное поле во время перестрелки. Эти ребята отвлекали там с бронетранспортерами, которые приехали, бронетранспортеры отвлекали на себя огонь. И в этот момент, в течение 30 секунд, эти ребята нашли ящик от патронов, открыли его, положили туда этот кусок ноги танкиста, закрыли, привязали проволокой к бронетранспортеру. И все это время они открывали себя вражескому огню. Они были в смертельной опасности. Сергей Лойко, фотокорреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс», и вся правда о том, что происходит сегодня в Донецком аэропорту. И вновь мы переносимся в Соединенные Штаты. Эфир из Вашингтона. Коллеги. С января 2013 года усыновление детей в России американцами запрещено законом, тем более усыновление семьями нетрадиционными. Это причина, по которой семья Маши Гессен и Даши Орешкиной эмигрировала в США. Репортаж Фатимы Итлисовой. Виталий Милонов сказал, американцы хотят усыновлять наших российских сирот и воспитывать их в возвращенных семьях, как у Маши Гессен. Дети отдаются в семьи гомосексуалистов, где они растут в атмосфере свободы и еще непонятно какой атмосфере дополнительной. Атмосфера в теперь уже оформленной официальным браком в семье Маши Гессен и Даши Орешкиной обычная, семейная. В большом нью-йоркском доме живут счастливо 5 очень разных и очень независимых личностей. Маша, Даша, усыновленный в России 14 лет назад талантливый музыкант Вова, биологическая дочь Маши Ёлка, наверное, будущий журналист, и биологический сын Даши, очень добрый мальчик Сеня. Есть процедура отмены усыновления,
Ну, это гражданское судопроизводство, по сложившейся в России традиции. Гражданское судопроизводство может происходить в отсутствие ответчика, и можно просто ничего об этом не знать. То есть они могут, да, явиться к нам с судебным решением. Ма, а ты видел свои волосы, когда мы были... Взрослые в семье Маша и Даша по-настоящему испугались и решили, пора уезжать из России. Дети расстроились, но не испугались. Они совершенно уверены, что у государства против Маши шансов нет. Что представить, что меня заберут. То есть я представляю это как вариант, но это очень тяжело все-таки идти против Машиной воли. Я опасалась того, что может произойти, но прямо страшно мне не было. Мне иногда было обидно, что мне приходилось все изменить из-за того, что кто-то другой не принимает моих родителей. Жизнь в Нью-Йорке налаживается и нравится всем. А в октябре в семье произошло событие. Маша и Даша свой союз зарегистрировали официально. Я поняла, что это действительно много для меня значит, что есть такая возможность. А что в России ты живешь и не думаешь об этом. Ну, я живу вместе с любимым человеком, ну ладно. А когда тебя официально признают государство, это какое-то ощущение, как мы даже не могла мечтать. То есть это было что-то такое, какой-то подарок, который я получила в этой стране. Фатима Клисова, Барт Чайлдс для программы «Настоящее время». Обстановка, в которой работают эти женщины, далека от красной ковровой дорожки. В их случае чаще можно говорить о ковровых бомбардировках. Но все же несколько женщин, военных репортеров, появились в Голливуде, где звезды чествовали их за храбрость. Среди лауреатов премии за мужество в области журналистики корреспондент CNN Арва Деймон, редактор «Ле Суверейн» в Конго Саланж Лусикуна Семире и телерепортер из Сербии Бранкица Станкович. Кейт Хадсон, Оливия Уайлд, Рашида Джонс и другие именитые гости присутствовали на ежегодном приеме. Оливия Уайлд выступила с речью. Сегодня мы чествуем их за храбрость в профессии. Они работают в очень разных странах мира. Арва Деймон в Багдаде, Афганистане и на Ближнем Востоке. Семирия и Станкович в Конго и Сербии. И что их объединяет, несмотря на разную работу, это храбрость перед лицом невообразимых трудностей и опасностей. В их жизни были и многочисленные угрозы, и постоянная слежка, и все равно они продолжают делать свою работу, рискуя жизнью каждый день. Арва Деймон посвятила свою награду журналистам, погибшим при исполнении обязанностей. Я еду в опасные места по собственному желанию. И когда я завершаю работу, я возвращаюсь домой в относительную безопасность. Но многие мои коллеги продолжают работать в опасных условиях все время. Я думаю, что сегодня важно помнить не только тех, кто получил награду, но и тех, кто не получил ее. Помнить всех, кто работает в этой профессии, кто продолжает борьбу за основные права и свободы. Сегодня мы должны использовать эту возможность, чтобы напомнить миру о том, за что мы боремся. С момента учреждения награды в 1990 году 100 женщин-журналистов стали ее лауреатами. Сепаратисты? Ополченцы. Агитация и пропаганда. Человек. Государство. Эмбарго на поставку. Покупайте свое и усвоите. Порядок. Как разобраться? Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время». На сегодня все. Эту программу подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Заходите на наш сайт currenttime.tv, смотрите, читайте, добавляйте свои комментарии. Удачных выходных. Сергей, до встречи в понедельник. До встречи. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время» прощается до понедельника. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. Увидимся.